вопрос с вами сейчас не обсуждаем? Нет, мы обсуждаем, потому что в повестку вы его не ставите, я считаю, намеренно. У вас все есть, кроме доверенности. Но вы прекрасно понимаете, что это идет саботаж решения Политсовета, и вы, как лидер фракции и бывший член СДПК, теперь по решению Политсовета, прекрасно понимаете, что вы можете подать в суд, эти доверенности есть. Мы бы не лидер партии, не члены Политсовета не пошли бы на нарушение, зная, что будет такая реакция. Поэтому, пожалуйста, вы можете подать в суд, все эти доверенности есть, все прошло в рамках закона, устава и положения СДПК. Я прошу поставить решение Политсовета на заседание фракции в повестку. Я вам еще раз говорю, все должно быть юридически правильно оформлено, поэтому будьте любезны, предоставьте мне копии, кто принимал участие. Я считаю, что кворума не было, и остальные члены Политсовета, их более 20 человек, которые не присутствовали и не давали согласия на участие именно в чтобы не гадать и не считать, вы вопроса. должны были участвовать на Политсовете. Но это мое теперь дело. Ваша позиция, я считаю, что она идет вразрез, вот еще раз вы доказываете, что вы идете вразрез с целями и задачами партии. Вы сейчас саботируете, да вы, пожалуйста, второй раз саботируете, и вы нелегитимны сегодня даже вести заседание фракции, потому что вы уже не член партии. Это может делать, мы должны выбрать другого лидера фракции, который является пока членом СДПК. Ирина Юрьевна. Вы нелегитимны, и сегодня ваше заседание нелегитимно уже. Ирина Юрьевна, не вам судить об этом. Да. Мне об этом не судить, потому что вы прекрасно тоже знаете, что я являюсь зампредседателя лидера партии, я член Политсовета, и почему как не мне судить? Вы саботируете решение, вы в конце концов депутаты от партии СДПК, и вы обязаны, как член Политсовета и фракция от партии СДПК, мы обязаны рассматривать решение здесь, на фракции. Вы поставьте вопрос в повестку, а там мы дальше будем решать, были нарушения, не были нарушения. Я не могу понять, в чем дело, в чем саботаж? Исаак Шенкович, можно? Да. Уважаемые депутаты, здесь, я думаю, не надо полемику устраивать. Я считаю, что Исаак Шенкович на все 100% лидер фракции. На фракции этот вопрос еще не рассмотрен. Я думаю, он будет рассмотрен. И вы не подчиняетесь решениям партии, Политсовета. Вы же прекрасно понимаете, что мы ничего правонарушения не сделали, закон не нарушили. Мы сделали согласно уставу. Если вы не пришли сознательно на Политсовет, а теперь начинаете издеваться, что вот я не вижу доверенности, вы прекрасно понимаете, что Атамбаев и Политсовет не могли мы нарушить устав без доверенности. Все у вас, да? Нет, я хочу, чтобы вы подали в суд и в конце концов решили о своем членстве в партии. Я в суд не собираюсь подавать, уважаемые коллеги. Я ставлю вопрос повестки дня на голосование. Кто за? А кто против? Кто против? Нет. Пожалуйста, да. Так, пожалуйста. Мен кыскача маалыматты бердим, подробно болсо кеңири маалыматты транспорт жана жол министрлиги. Андан сырткары мамлекеттик капитал салымдар беренеси боюнча 700 сомду же болбосо 78,4% түздү. Анын ичинен 985 миллион сом каралды. Үстүңкү бодуракка иштепчүгү же болбосо ШПО деп коет. Бул боюнча 131,3 километр, 101,4%, кара шагым төшөө иштери 99,1%.